Пожарная тревога сегодня звучала в пожарно-спасательном колледже. Условное возгорание тушили на учениях МЧС. Насколько успешно отработали тактическую задачу, расскажет наш корреспондент. Плановые учения сотрудников МЧС проходят здесь, в городе Сунжа, на улице Аланская, дом 47. По легенде, здесь столкнулись два автомобиля. Это пассажирский автобус и легковушка. Есть возгорание одного из автомобилей, а также пострадавшие. После сигнала о ЧП к месту аварии стягиваются пожарные расчеты, кареты скорой помощи и реанимобиль. Врачи сразу же приступают к оказанию помощи пострадавшим, а таких по сценарию учений более десятка человек. Большинство – пассажиры автобуса. Пока врачи оказывают помощь пострадавшим, работники пожарных служб тушат пожар. Каждый должен максимально быстро выполнить свою задачу. Ведь от слаженной работы и оперативного оказания помощи зависит не только итоговая оценка учений, но и жизни людей. Основная цель этих учений, первое, это взаимодействие всех привлекаемых органов управления. Второе, это непосредственно практические действия участников учений и подготовки этих учений. Здесь не только экстренные службы, медики и спасатели. Задействованы и местные власти, и студенты пожарно-спасательного колледжа, в стенах которого воспитываются будущие спасатели. Сегодня, к примеру, проводились тактические учения по деблокированию пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. У нас подготовкой к таким моментам занимаются группы чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности. То есть в учебном процессе у нас эти моменты заложены, и для студентов это не новость. Пожар потушен, пострадавшим оказана медицинская помощь, дорожное движение восстановлено. Итоги учений подводит заместитель начальника регионального управления МЧС Владимир Алмазов. И это твердая четверка. Подготовка к учениям прошла на высоком уровне. Соответственно, небольшие недочеты это на каждом учении, поэтому и мы их и проводим, чтобы их выявить, чтобы устранять в последующем. Благодарю за участие, за подготовку. Действия всех звеньев при возникновении ЧС отработаны до мелочей. Это показывают и результаты учений. А главная надежда спасателей в том, что им придется совершенствовать их только на учениях, а не в реальных ЧП. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.